А вы хорошо подстрижете? Я на это отвечаю: нет. Сначала скажи мне, у меня с прической все в порядке? Весь этот стиль под пиджак, да, он немножко устаревший. Сейчас я на фазе маникюра-педикюра, что, наверное, пора. Озаренок. Для Николая Халезина у них прически, которые они скопировали у Ким Чен Ына. Я не знал, что у меня на голове ядерный взрыв. Русский стиль Уже я знаю человека, который сам себе вкалывает ботокс. Мужчина. сильно развили тоже в основном мусульмане. Не гей, к слову сказать. Просто мужчины об этом не говорят. Трампа хочется перестричь немножко. Ты говорил, о, крашеный мужчина. Да. Что я жене жалуюсь о том, какие эти подростки носят какую-то фуфло. Я говорю, она такая: ты же сам их стрижешь и укладываешь так. Дает мне сразу человека стричь, руки трясутся, весь пот. Плюс я над собакой своей издевался, постоянно ее стриг. Дорогие мои соотечественники, следите за собой. Знаете, в Северной Корее разрешено официально 18 женских и 15 мужских причесок. Я специально сделал паузу, чтобы вы оценили. 18 женских и 15 мужских. Кажется, что это много, но на самом деле это очень мало. Я помню, как в моем детстве в школе было разрешено 2 прически: под бокс или канатку. И то, и другое было чудовищно на самом деле. И родители ухищрялись как-то стричь своих питомцев по тем временам как-то более оригинально. Но в Северной Корее это нельзя. И единственный человек, которому разрешено стричься не так, как всем, это Ким Чен Ын, собственно, который все эти законы и вводит. Поэтому у него такая нелепая прическа, такой... Однажды я прочитал у одного белорусского политика или бывшего чиновника, он написал огромный пост в Фейсбуке, в котором было написано о том, что вот, например, там Франк Вечерка или Николай Халезин, у них прически, которые они скопировали у Ким Чен Ына. Но когда я приехал в Нью-Йорк недавно, я не знал, что у меня на голове ядерный взрыв. И когда мы приехали в Нью-Йорк, однажды в ресторан, в котором мы сидели, зашел Дэвид Линч. И я сказал: Господи, как хорошо, что все-таки я скопировал его прическу когда-то, когда состриг свой хвост, а не Ким Чен Ына. Но в Беларуси уже тоже прически, наверное, запрещены, потому что, когда смотришь Всебелорусское народное собрание, то понимаешь, что на головах присутствующих был какой-то шабаш ведьм, и, видимо, там разрешили только эти прически, и, наверное, следом за книжками запрещены стрижки. То есть мне так кажется. Я буду готовить суп. Это томатный суп с копченой треской и анчоусами. Томаты желательно выбрать как можно лучше. Вот они, прекрасные. Но они уже у меня были замаринованы предварительно. Еще помидоры черри. У вас на грядках помидор и в теплицах будет все это расти, поэтому вы легко найдете это все. За исключением, наверное, трески и анчоусов, но их можно купить совершенно спокойно, особенно копченую треску, и даже можно брать маринованных анчоусов. Плюс немного сыра рикотта. И плюс зеленый перец чили. И багет, который пойдет для гренок. Этот рецепт был вдохновлен Сальватором Элефанте. Это повар, который работает в Неаполе. Для того, чтобы готовить свои блюда, он пользуется своими, как и многие сейчас, своими семейными рецептами. Это рецепт его отца. Он готовит всегда очень спонтанно, но он использует вдохновение от своих родных, которые готовили раньше, а дальше он спонтанно добавляет что-то, и получаются такие незабываемые рецепты. На самом деле, это очень простые вкусы, это очень простые рецепты, но... Они невероятны, потому что он родился в Италии, и там всегда яркие цвета и очень красивые овощи и фрукты. Итак, мы начнем. Сначала мы берем помидоры. Предварительно они замаринованы. Замаринованы они достаточно просто. Это супер просто. Соль, перец, оливковое масло. Больше ничего. И можно подержать их часок в холодильнике, подержите 3 часа, тоже хорошо. Но на самом деле это не суть важно. Помидоры достаточно быстро впитывают масло и соль, перец.
Пока я режу помидоры, я расскажу вам про них любопытный факт. В помидорах находятся полезные углеводы. Самое большое их содержание там. Белки. Очень важный факт, что в помидорах есть клетчатка. Клетчатка больше всего необходима для здорового пищеварения, и на самом деле это очень ценно, очень ценный продукт. И еще в этом овоще содержится калий и магний. Мужчин прошу отдельно обратить на это внимание, поскольку это очень полезно для их сердечно-сосудистой системы. Так, и мы порезали помидоры. Теперь нам нужно поместить их в блендер и перебить. Сюда же я забрасываю помидоры черри и нарезанный мелко лук, перец чили зеленый. Именно зеленый. Но в принципе, если у вас не будет зеленого, вы можете добавить туда и красный перец. Теперь мы добавим туда анчоусы. 2 мы оставим для украшения и для тарелки. Перед этим я подержал их уже замаринованными с маслом в морозильной камере, чтобы они не были такими раскисшими. И дальше мы их добавляем сюда, оставив чуть-чуть, чтобы добавить отдельно в тарелку. Знаете, что такое пропорция? Вот это банан, он улыбается. У этого банана на сегодняшний момент 100%. Мы делаем вот так, и это приблизительно 15%. К чему я это говорю? К тому, что на сегодня на нашу программу подписано вот столько человек, а вот столько ее смотрят. Понимаете, какая пропорция? А нам нужно, чтобы вот вы тоже подписались на наш канал. Потому что у нас все хорошо. Мы работаем, не покладая рук. Наша команда без устали работает. Мы обещаем делать для вас программу все лучше и лучше. Поэтому подпишитесь на наш канал. И там есть колокольчик. Колокольчик даст вам возможность не пропустить ни одну из программ. К слову сказать, мы одна из редких программ, которая читает то, что вы пишете, и делает из этого выводы, и вносит свои коррективы. Поэтому давайте так, вы подписываетесь, мы продолжаем работать так же качественно, как работаем всегда. Анчоусы — это совершенно особая рыба. Это ведь маленькие рыбки, которые кажутся такими невзрачными. Но анчоус — это очень специфический продукт, в который нельзя не влюбиться. Например, в Барселоне или в Каталонии одно из самых популярных блюд — это хлеб с втертыми в него помидорами и буканьерос. Это тоже, по сути, анчоусами, только немножко другого маринада. И когда ты находишься на солнце, море, песок, вот этот вот бутерброд, по-моему, это лучший перекус, который может быть летом днем, в течение дня. И помидоры, которые специально взращиваются, выглядят очень невзрачно, но это специальные помидоры. Я помню несколько историй с помидорами. Например, как однажды мы с Володей Цеслером купили 2 килограмма помидоров в Минске на Комаровском рынке, таких херсонских. Нам они показались очень вкусными, и мы, еще не приготовив блюдо, все эти 2 килограмма съели. В общем, после этого готовить-то, собственно, было уже ничего и не нужно. Анчоусы добавляются и придают особую пикантность блюдам, совершенно особый, не рыбный, но скорее копченый вкус. Сейчас я беру копченую треску. Ее можно даже не резать, ее можно слегка разламывать на такие небольшие кусочки, которые пойдут в суп. Но мы положим их на дно суповницы, в которую будем добавлять суп, и перемешаем потом их вместе. Здесь нужна именно копченая треска, потому что никакая не жареная, никакая другая не подойдет. Копченая треска даст супом из помидоров, из свежих помидоров, слегка маринованных, даст определенный свой копченый вкус.
Вот, собственно, мы разобрали треску. Вот у нас остались 2 анчоуса на украшение в тарелке. И, собственно говоря, нам осталось-то всего ничего. Перетереть его через сито в кастрюлю. Сейчас существует огромное количество приборов кухонных, с помощью которых можно все это сделать. И даже есть коптильные пистолеты, которые стоят очень недорого, но с помощью которых можно закоптить дома рыбу или мясо, или любое другое блюдо. Но, например, если говорить про вот это перетирание, все шефы пользуются одним — руками. Когда перетирают пюре, допустим, картофельное пюре или вот подобный суп перетирают вручную. Потому что в этом есть особое внимание, особое качество и совершенно особые отношения к этому продукту, потому что ты как бы своими руками отвечаешь за качество, которое ты выдашь людям на тарелке. Мой гость — это человек совершенно незаурядный. Для меня он был когда-то журналистом, потом стал писателем. И я даже не знал, что все это время, то есть на протяжении уже 20 лет, этот человек занимается парикмахерским искусством. И занимается им просто на самом высоком уровне. Его клиентура сейчас — это такая часть Беларуси и Минска, что я вам скажу... Не каждый парикмахер может этому позавидовать. Сергей, помимо этого, у него вышло уже несколько потрясающих книг. Одна из них на премии Гидройца была отмечена самой Светланой Алексеевич. Сейчас готовится к выпуску еще 2 книги. И мне кажется, что это будет очень любопытно, потому что это короткие истории, которые связаны в том числе с его парикмахерским искусством. И это всегда о жизни, всегда о Беларуси, всегда о белорусах. К слову сказать, Сергей — это первый человек в истории Беларуси, который поехал учиться и работать в лондонской сети Toni & Guy. Поэтому хочу его представить. Это Сергей Календа. Сначала скажи мне, у меня с прической все в порядке? Да, отлично с прической. Одна из лучших причесок. Спасибо, дорогой. Как ты пришел в парикмахерское искусство? Началось все еще в 15 лет. Я тогда, 15? да, я еще, наверное, в классе 8-9 учился. Я не могу сказать, что я этим увлекся на самом деле. То есть я подросток, хотелось как-то зарабатывать деньги. Я тогда играл на музыкальных инструментах. На чем? Кларнет. Кларнет? Да, и просто во дворе были пару ребят, там панков, кому-то ракес надо было какой-нибудь сделать, такой механическая машинка, еще что-то. Плюс я на собакой своей издевался, постоянно ее стриг. Подожди, ну это ты маленькая первый раз такой, тебе кто-то говорит, мне тут а ты такой, давай я или как? Да, ну как-то очень легко это получилось само по себе. Пришли в школу с рекламой, такие, вот, есть курсы, сходи поучись. А я такой, почему бы нет, я все равно играю на музыкальных инструментах. Я туда пришел, у меня такая байка рваная Iron Maiden, я какие-то длинные волосы, немытые такое что-то. Там 12 девчонок на учебе, и я один. Ну и как бы преподавательница посмотрела на меня такая, значит, 2 часа нам рассказывала, какие ножницы существуют, а потом такая, вот сейчас придет там пенсионерка, надо ее подстричь. Все, и дают мне сразу человека стричь, руки трясутся, весь потный, я не мог даже... То есть тебя не успокоило, что это пенсионерка? Мне сразу понравилось, что, несмотря на то, что это пенсионерка, она заплатила. И ты так, вот такой, ты первая стрижка, и ты получаешь первые деньги. Да. А что надо в 15 лет? Зарабатывать? Это слово. И все, понеслась. Позже ты уже стал таким монстром в этом, у тебя уже там всякие известные клиенты и прочее. И ты начинаешь оценивать общество. То есть я понимаю, что ты идешь по улице, и ты же стрижки, они же прям у тебя, да? Да. Это же профессиональное искажение все равно. До определенного возраста было очень сложно смотреть на некоторых людей на улице. Вот честно, хотелось им помочь, ну то есть как-то поправить стрижку. Но это было бы странно выглядело, если бы я там подошел и начал кого-то поправлять. Мировые политики. Кого бы ты подстриг? Бориса Джонсона. Немножко по-другому.
Ну, ты бы оставил ему этот хаос на голове? Да, это прикольно, это хорошо. Мне вообще нравится, когда есть в человеке, да, эклектизм какой-то. То есть Да. какая-то классика и что-то не классическое. Ну, интересно. Я помню, как при мне менялась твоя прическа. И я смотрю, что ты как-то все упрощал ее. Ну да, было такое. Я сначала как-то носил удлиненные стрижки, все остальное, но мне кажется, я просто перешел к какому-то вообще минимализму. Мне даже иногда кажется, что даже мастера, вот люди, мужчины, они делятся на тех, кто очень экстравагантен и работает. Да. Это да. как там есть шутка про барберов, там главное, когда приходишь к барберу, не перепутать, где барбер, где модель, да, там, который надо стричь. А есть мастера, которые, ну, упрощены. Вот я всегда упрощен. Согласен. А кого бы еще и подстриг из политиков? Ну, периодически, когда я вот вижу в новостях Трампа, хочется перестричь немножко, конечно, что-то он совсем запустил. Но мне кажется, там не его в стиль, тюрьме там подстригут, что-то... наверное. Если он успеет дождаться этого. Ну, а в остальном, в принципе, если брать там европейских политиков, ну, у них у всех как бы все как надо. Да. Ну да, потому что, видимо, работают Есть команды какие-то. регламент, да. А белорусских политиков кого надо привести в порядок? Вот если честно, что-то я не помню никого. Вот видишь, вот это, наверное, мой вопрос был провокационный, потому что я и сам не помню. Я помню одного человека, у которого прическа сохранилась там с 70-х или с каких, я не помню, когда вот эта история, когда прятали... Да. Это ведь настолько... Это даже уже не архаизм, а это прям какое-то... Это древность какая-то, да? Я сейчас уже такого не видел давно. Ну, вот то, что я наблюдал за время работы, да, раньше это было больше распространено. Зачесывать, прятать лысину. Был даже случай, когда пришел мужчина молодой, он взял, сверху отлепил то, что у него было наклеено гелем, назад и сказал, мне подровнять концы. Ну, то есть, я на это смотрю, думаю, да тебя вот красиво постричься коротко и все, какие концы подравнивать? И он обратно? Да, и обратно потом все это гелем зачесал. Этому нашему человеку, ему это приклеивают или оно как бы... Вообще оно всегда было приклеенное. Если особенно вспомнить там лет 15 назад. Но потом появилось несколько неудачных кадров, которые в СМИ, там... то пришлось там подстригаться, конечно, по-другому. Вот суп томатный с копченой треской и анчоусами. Это рикотта. Ее, если она такая жирная, то ее можно выдавливать из кулинарного пакета. Здесь она уже перетерта, и поэтому мы ее выкладываем на дно. Пару анчоусиков. И базилик. Красота. Да. Я понял, что мне нужно что-то делать с волосами. Это было там в моей юности. Я как бы думал о рок-музыке, естественно, и был еще из семьи музыкантов. И получалось, что меня воспитывали во многом музыканты. Как суп, кстати. Очень вкусно. Отлично. Просто Слава богу. замечательно. Ну и для лета, мне кажется. Ты попадаешь в плен вот этого рок-н-ролла, да? И я носил хвост. И носил я его 34 года. Пока не понял, что я не рок-музыкант. И я не обязан держать этот имидж всю свою жизнь. Наступил какой-то внутренний кризис такой серьезный, и я решил, что я стригу хвост. Я его отстриг. Я помню это. И долго думал, что мне делать на голове. И случайно увидел Дэвида Линча, что он сделал со своей головой. Думаю, кто мне запретит сейчас попробовать разные варианты. Сначала я потихоньку отпускал волосы, потом сверху больше, потом здесь меньше. И вот так присматривался, что. И в итоге остановился на какой-то вот таком варианте, да.
И подумал, нормально. И стал за этим ухаживать. То есть уже каждый месяц к парикмахеру. Так же было с одеждой, только раньше. Я ходил в какие-то, постоянно какие-то байки, джинсы, то есть себя не сильно грузил вообще этими мыслями. И потом пережил в 2007 году инсульт. И что-то подумал, а вот прихватит где-нибудь, буду лежать как бомжара. Будут думать, что, наверное, пьяный. А если нормально буду одет, то, возможно, меня подберут и выходят. Ну, я шучу немножко, но лишь отчасти, да. Я стал как-то уделять внимание одежде. И понял, что, наверное, я хочу выглядеть хорошо. И стал внимательно за этим следить. Потом пришел период, когда стал думать о том, что такое косметолог. То есть, не сходить ли мне, чтобы поухаживали за моим лицом и так далее. Угу. И вот этот вот путь этот, я смотрю, как проходит большинство моих друзей. Возраст меняется, они добавляют компоненты. Вот сейчас я на фазе маникюра, педикюра, что, наверное, пора. То есть, потому что как бы хочется выглядеть лучше. Раньше я об этом вообще не думал. Мне казалось, что как это патриархальное общество, значит, типа мужики, они все и так зашибись, а женщинам это надо. Потом думаю, но ведь все хотят быть лучше. И вот я не могу обвинять людей, которые раньше мог. А сейчас я не могу обвинять людей, которые хотят сделать себе какие-то процедуры, какие-то операции и так далее. Господи, они хотят выглядеть лучше. Им кто запретит, да? Конечно. Особенно, если у них есть деньги. Что ты думаешь на этот счет вообще? Мне кажется, вообще в любом возрасте мужчина просто обязан за собой следить. Не только там раз там в месяц переодеваться или еще что-то. То есть каждый день надо за собой следить, чтобы это было ритуалом. Я когда-то работал на протяжении года с шейхом, был господин Талал. Он приехал, на год, можно сказать, остался в Минске там по делам. И я к нему приходил 2 раза в неделю подстригать. Но у него каждое утро всегда начиналось одинаково. К нему приезжали мастера, которые смотрели за ногтями, за кожей, косметологи, доктора. Каждый день? Каждый день. У него такой был ритуал. Он никуда не выходил до определенного времени, пока не приведет себя в порядок. И отлично выглядел. Я считаю, что к такому надо стремиться. Ну, знаешь, любой белорус тебе скажет, извини, у меня на это нет ни денег, ни времени. Мне надо бежать на работу, мне надо это. Что ему делать? В принципе, если там нет денег, можно экономно смотреть за собой, но хотя бы самому себе делать это все. Я, когда еще рос в обществе, когда, действительно могли даже пристыдить, что ты слишком за собой смотришь. Но сейчас... Уж не гей ли ты? Да. Сейчас настолько все изменилось сильно. Даже когда я еще совсем молодым работал, я не всегда рассказывал, где я работаю, потому что как-то стыдили. Это сейчас там хороший мастер зарабатывает такие деньги, что ничего не стыдно. Но раньше был такой моветон сначала. А сейчас, например, у меня есть ряд мужчин-клиентов, которые пользуются мужской косметикой. У них есть подводка, там все что угодно, тональники. Они приходят, мы когда стрижемся, я это все вижу, на лице. Как бы. Почему бы нет? Они этим пользуются. Точно так же хотят выглядеть моложе, привлекательнее, как и, в принципе, женщины, поэтому... Раньше вот эта тема ботокса, это была какая-то тема болезненная, это просто все реагировали, да? Я понимаю, что триггернуло еще, когда Путин там начал эти фокусы. Но в целом у меня ощущение было, я вот когда разговаривал с врачом, с косметологом, он такой сам узбек, он работает в Лондоне, очень человек, очень качественный специалист. И я с ним разговаривал, он нам много глаза открыл. Он показал мне фотографию казахского миллионера, который был до прихода к нему и после. Вот 2 разных человека. Это тот же человек, абсолютно тот же. Но у него
выпрямилась кожа лица, он прям стал, ну, моложе лет на 15, наверное. Было все вот это тяжелое наследие бизнеса, оно все лежало на лице. И этот ему все это поправил. Да. И я думаю, но ведь это вообще радикально поменяло человека. Ведь я думаю, что это радикально поменяло его внутреннее состояние. Он был такой убитый бизнесмен, а стал такой бравый, такой мужчина успешный. Да? И это, конечно, здорово на самом деле. И я вижу, как сейчас, допустим, очень дорого стоит, допустим, пересадка волос в Великобритании. При этом в Турции она стоит в 10 раз дешевле. Да. И я смотрю, как у меня знакомые какие-то вдруг все... И ты такой, неужели? То есть неужели наступило это время, когда человек, вот если не хочет там лысеть, то он это может исправить за деньги своей месячной зарплаты. Почти все известные актеры, спортсмены, все увеличили себе густоту волос, как минимум. Это, в принципе, как я наблюдаю, мужчины с возрастом, да, они теряют волосы, у них редеют, и это как бы придает еще больше возраста, да, и так как эта услуга сейчас очень доступна, ну, например, 300 клиник только в Турции есть, 300. По пересадке волос, и все, ты... 3-4 тысячи евро тебе надо для того, чтобы сделать все и забыть там минимум на пару лет об этом. Конечно, они будут продолжать выпадать, но всегда можно увеличить густоту. И почему бы нет? Я думаю, что даже можно последить по нашим поколениям, там, наши отцы, деды. Взять, например, фотографии моего отца и деда. Да, они в 30 лет выглядели так, как будто они уже там все. Абсолютно. Да, уже на пенсию собираются. А сейчас сдвинулись вот эти все временные рамки. Говорили, дедушка Ленин. Да. Прикинь, дедушка умер в 54 года. А сейчас, боже мой, если столько возможностей, ими надо пользоваться. Я считаю, что у тебя все равно одна жизнь. Если с ботоксом переборщить, то появляются одинаковые черты лица. Да. И мы раньше еще с этого смеялись, называли удивленный T-Rex. Ну, то есть, получается, какой-то немножко вот эти щеки большие становятся, и выражение лица получается как у динозаврика. Сейчас от этого ушли, да. Сейчас важно сохранить себя и узнаваемость и все остальное. Ну, как я понимаю, это получается так, типа, наелись сначала, а потом начали разбираться, как оно что, да. Таких вот глобальных исследований на протяжении многих десятилетий еще не было. Вот именно как ботокс там влияет дальше. Поэтому время идет, и как бы все меняется, улучшается, я считаю. Соцопросы были по поводу, кто-то из известных проводил, по-моему, Гарвардский университет, по уходу за собой. И молодые люди говорили о том, что 60% эти говорили, что они хотят быть увереннее, выглядеть, чувствовать себя увереннее через внешний вид. И хотят произвести приятное впечатление. Да, это очевидно, потому что первое, что мы в человеке видим, это то, как он одет и как он выглядит. Конечно. А 40% хотят показать хороший пример своим детям. Что тоже любопытно. Да, мне нравится вообще идея того, что тебе не обязательно насильно растить ребенка там какими-то правилами, достаточно только того, что какое правило, как ты покажешь себя. Да. Ты, когда думаешь о себе, что мотивирует тебя ухаживать за собой? Ну, во-первых, я мотивирован работой. То есть... не может мастер плохо выглядеть. Надо всегда стараться следить за собой. Это первое. Второе, у меня очень красивая жена. Я тоже хочу на ее фоне выглядеть хорошо. Вот. Я тоже как бы смотрю, время идет, и надо стараться быть, в хорошем, как бы, хорошо выглядеть. Как объяснить целому народу, что нужно... вот, условно говоря, сидит в тюрьме Маша Колесникова. И все говорят, она приходит на суд, она подстрижена, у нее помада, она за собой ухаживает. Это, для меня это потрясающе. Это победа. Это реальная победа, да. И как объяснить большинству, что надо так себя вести? Какие механизмы вообще у стран были, чтобы это стало... привычкой? Мне нравится, как в Англии, например, это было, наверное, лет 100 назад,
на государственном уровне решили оздоровить нацию. То есть начали везде информировать о том, что надо закаляться, ходить более открытым и раздетым по улице, чтобы появлялся иммунитет и так далее. И сейчас же можно видеть, как и зимой там дети гуляют в шортах, в майках, и это как бы сразу в корне изменило качество жизни в Англии жителей. То же самое здесь. Пока на уровне государственности что-то не изменится, то люди, они же в общей массе неведомые, и куда их направишь, туда не пойдут. Я когда вот читал книгу про психиатр в тюрьме, в концлагере, он там очень интересную идею озвучил о том, что человек – существо, которое адаптируется и привыкнет ко всему, к любому. И неудивительно, что у нас есть страны более развитые, страны более свободные, страны более закрытые, потому что само по себе общую массу людей легко обучить и сделать такой, который хочет власть. А если власть хочет долголетия своим там жителям, гражданам, то она и двигается в эту сторону. То же самое здесь. Научить любить себя надо благодаря тому, чтобы это изменилось отношение власти к людям, а не просто как это какие-то подданные. В каких городах Беларусь лучше всего выглядит? Я как-то одно время проехал с мастер-классами, семинарами парикмахерскими так, по всей Беларуси. Я тогда работал на компанию Велла, на протяжении 5 лет ездил. Могу сказать, что отличаются западные города от восточных. Отличаются. Было такое исследование, где подсчитывалось, сколько люди тратят на уход за собой. И не люди, я говорю про не люди, мужчины. И оказалось, что больше всего это, конечно, Западная Европа. Там исчисляется все большим количеством часов. Мало это очень тратят на себя китайцы. Но в Европе самое минимальное количество – это Россия. Сколько, как белорусы соотносятся вот с этим всем? Ну, мне кажется, белорусы намного больше за собой следят, если там сравнивать с какими-то другими странами. Просто еще надо учитывать характер и менталитет. Вот, например, почему мастера белорусские лучше, ценятся больше, да, там, в том же там в Литве, да, там в Вильнюсе. Потому что другой подход к работе. То есть человек, если приходит в эту сферу, он начинает себя как бы обучать на высокий уровень поднимать. Потому что вот, например, есть там страны, где, как бы с обслуживанием беда. Там как бы эта ниша, она занята только другими иммигрантами, которые сами пришли в эту профессию на время. Они не хотят в ней остаться, не хотят развиваться. Следовательно, и услуги они будут предоставлять такие же. Слабенькие, плохие и все остальное. И в этом плане мне очень вот нравится, как развивается Италия. Итальянские мужчины выглядят офигенно просто. Да. Также и парикмахерский бизнес там на очень высоком уровне. И даже если взять все, что создали, например, как конгломераты Видал Сассон, Тонинга, это все итальянцы. Причем даже для чужих брендов. Да. Да. Вот я бы хотел, чтобы... Видишь, это я однажды с послом Польши Хенриком Литвиновым мы сидели, 4 года он был послом в Италии. И он такой историк, абсолютно человека без каких-то там понтов. И он говорит, ты знаешь, говорит, когда я стал работать в Италии, я заметил, как я стал останавливаться перед витринами. И жена говорила, Хенрик, что с тобой? Это на тебя не похоже. Это, видимо, все-таки такая зараза страны, где ты ценишь красоту. Да. Потому что, когда ты идешь по Милану, и ты видишь вот этих женщин, которые там за 60, это вообще прям какие-то шедевры из живописи. Да? Помнишь же, была косметологическая клиника, в которую все ехали? Да. Вот это было, причем с советских времен, по-моему. Когда все ехали делать там операции, какие-то, даже перемену пола там.
Почему не взять на себя все эти виды бизнеса? Почему не открыть все эти клиники по пересадке волос? Создать для них условия? Пусть это будет там один ПВТ, а второй там парк высокой культуры ухода за собой. То есть я вот это не очень у меня в голову укладывается. Мне кажется, это потому, что так, в принципе, живет любой авторитарный режим. Он не видит, где можно развиваться. Создается такая иллюзия того, что идет развитие. Если бы, например, чиновники любили свою страну, то они бы и вкладывали, развивали ее. Я помню, когда мы учились в университете, у нас на несколько лекций приходил Мацкевич. И он, Володя? да, и он как-то задал нам очень такой интересный вопрос. Он говорит: вы там сходите домой там и погуглите, кто работает в Мингорисполкомах. Просто погуглите все эти страницы, посмотрите. Ну, я сел, погуглил. Это было, наверное, лет 10 назад. Я был очень удивлен от того, что там почти нету белорусов. И кто? Там в основном чиновники из России, из разных глубинок и так далее. Я подумал, что они захотят сделать в стране, которую они не считают своей. Они просто будут работать. Они считают ее страной, да. считают ее регионом. И пока вот эта вот сама хотя бы тема не изменится, то и не будет ничего развиваться. Было время, когда там сначала полегче стало, послабление. У меня даже там ребята и свой медицинский туризм делали, и бьюти-туризм тоже делали. Там люди приезжали с Австралии, прилетали, да, то есть делать зубы, делать себе там все на свете. И потихоньку это все, конечно, пропадает. Что бы ты менял радикально, если бы изменить ситуацию? Вот, как бы ты заставлял людей за собой следить? Ну, тюремные сроки оставим за кадром. А мне кажется, это все должно начинаться с очень такого раннего возраста, с бытового абсолютно. Как вот я там детей учу чистить зубы, точно так же рассказываешь, помогаешь, что важно там не только руки мыть, но смотреть за собой, там причесываться, красиво одеваться. В принципе, я смотрю по своим детям, им нравится модно выглядеть, да, то есть им нравится, когда хорошая одежда. И скажи мне, какие у белоруса должны на его полочке в кухне, в ванной, в кухне мы знаем какие должны стоять, что должно стоять у него там в обязательном порядке, тот его минимум, который должен быть. Ну, и как организовать его дневную рутину ухода за собой? Я бы, например, сразу предложил бы, чтобы вот у белоруса, там, у любого, мне кажется, мужчины должен быть, например, определенный там sea salt спрей, например, да, то есть это такой спрей на основе солевой воды, ну, морской воды, который дает очень интересную текстуру волосам, придает. И они выглядят очень... Ну, я бы сказал, что они очень по-британски тогда выглядят, эти британские взрывные стрижки, там, укладки. Какая-то матовая паста должна быть. Должен быть по-любому какой-то уходовый там лосьон. Такой набор, он состоит из 5 где-то позиций. Это ты говоришь про волосы? Волосы, лицо тоже. Да. То есть, условно, дневной крем, вечерний, ночной крем? Да. Рутина – это я утром проснулся, почистил зубы, нанес крем, какой-то увлажняющий, наверное, да, там, уложил волосы. Вечером я пришел, почистил зубы, нанес вечерний крем. И красота. Попробовать потренироваться в футурологии косметологической. У меня ощущение, что кремы станут более эффективными, потому что я вижу, какие идут на разработки, это просто какие-то космические. У меня вообще ощущение, что стоматология и косметология, они идут быстрее всех сейчас. Это какая-то безумная скорость, потому что уже я знаю человека, который сам себе вкалывает ботокс, мужчина, не гей, к слову сказать, и который по чуть-чуть себе там вкалывает ботокс, и по нему не видно даже это. Вот видно просто, что нормальная структура лица, все. И я понимаю, что это все становится каким-то очень доступным. Ты думаешь, в какую сторону это будет вообще развиваться? Мне вот очень интересно то, что происходит на уровне там вот
исследования ДНК, да, вот как меняют ДНК. И сейчас много чего научились делать. И я читал такую статью, что, в принципе, вот ближайшее обозримое будущее, вот косметология, это можно будет купить эту вот таблетку вирусную, так скажем, которая доставляет там новый код ДНК, меняет, и ты ждешь, когда у тебя там вырастут другие волосы, там поменяется цвет кожи, либо глаз. И, в принципе, если за этим дальше будущее, то это тоже интересно. Абсолютно допускаю, потому что если мы не верили, что будет твориться с AI, то теперь это уже прям реальность. И кто-то уже теряет работу, кто-то приобретает ее, да, и это происходит, по-моему, скорость даже быстрее, чем то, что происходило с интернетом. Да? И у меня ощущение, что это тоже многим поможет в косметологии, потому что уже на сегодняшний день AI может преобразовывать тебя и показать тебе на картинке, как ты будешь выглядеть в этом случае, а как в этом случае, да. То есть это как-то используется уже? Я вот не совсем знаю, насколько сейчас это используется. Но идут разработки, вот Нобелевскую премию дают уже не первый год за разработки эти. Посмотрим, что будет дальше. В принципе, наверное, логично будет, что сначала это как-то привьется в медицине ради лечения, а да, потом уже станет блажью там. Ты тенденции чувствуешь быстро, когда что-то проявляется и меняется? Или это все-таки такое тоже очень, очень медленное продвижение? Тенденции, они каждый год меняются. Иногда бывает, что за год могут несколько новых тенденций появиться. Но в основном это всегда какая-то хорошо забытая школа старая и обновленная. Вот сейчас популярный малет, да, опять стрижка стала. Это стрижка там из 80-х, где носили там удлиненный затылок такой, да. Там. Вот она странная и аляповатая была в 80-х, но сейчас ее по-новому стригут, и она вообще выглядит классно. Ну, прям супер. Плюс надо учитывать эти тенденции, пришли там из того же сериала там «Очень странные дела», да, опять романтизируют стиль 80-х. Wednesday. Да, и это все считывается, это видно. И сейчас вот если, например, раньше там вот была четкая тенденция, все носили длинные каскадные стрижки, там начинался балаяж, там эртач и все такое, то потом эта тенденция переходила в четкие такие ровные, точные стрижки, которые называются, да, там линия на плечах, там каре, как бы эта тенденция стала необходимостью, потому что слишком много насветляли длинных волос, эти все каскады тяжелые стали, и пришлось как бы заново пересматривать тенденцию. И так бывает, иногда ты видишь, как какой-то бренд запускает тенденцию, а иногда ты видишь как необходимость каких-то изменений. Чисто... Через физиологию? Да. А скажи еще, вот мужчины, как я понимаю, основная то, что стопорится, это все-таки с покраской волос. То есть еще пока не так смело все. О, нет, на самом деле. Сейчас появилось несколько таких красителей, которые никогда не скажут, что этот мужчина покрашен. Да. Там все очень классно. Я бы сказал, что если раньше это выглядело странно и аляповато, да, особенно если мужчина... Всегда ты говорил, крашеный мужчина. Да, потому что были не те краски. Мужчина мог покраситься в темный, да, но потом этот темный смывался в коричневый, либо красноватый. Ты как бы странно выглядишь. А сейчас есть такие... Можно баночку купить с пенкой такой, расчесаться, и волосы темнеют, но не на 100% их закрашивают. Получается, любой даже седой волос, он наполовину крашен, наполовину свой. И ты должен присмотреться, чтобы понять, этот человек покрасился, либо нет. Я, например, чисто по работе могу определить, да, если близко посмотрю, но эта тенденция настолько сейчас актуальна, просто мужчины об этом не говорят везде, но красится очень много. Очень. Намного больше, чем лет 10 назад. Но это выглядит очень естественно, натурально, и больше начала развиваться еще эстетика. Вот. А такие тенденции, как вот именно окрашивание волос, очень сильно развили тоже в основном мусульмане. Да? Да.
Вот они очень рано сидеют, и молодым парням всегда хочется не так быстро сидеть и выглядеть помоложе, поярче. Да, вот оттуда эта тенденция пришла еще лет 15 назад, начала появляться. Именно исследования и разработки более качественной продукции, которая хорошо красит мужские волосы. Что бы ты хотел сделать с собой? Ты такой подошел к зеркалу, такой, так, ну-ка я... Я хочу себе добавить побольше пирсинга. Я бы хотел проколоть там уши, брови. Я про это часто думаю. То есть мне хочется, например, красиво постареть, но выглядеть немножко как Тиль Линдеманн. С кожей бы что-то делал, нет, с весом, с ростом. Да, с весом я раньше пытался что-то делать, но всегда все откатывалось в такое состояние, как я разные есть. фазы. Ты и так, у тебя как-то было все по-разному. Но я потом присмотрелся к разным своим родственникам. Ну, не получится у меня там быть стройняшкой. Ну, хотя бы пирсинга добавлю. Белорусы красиво стареют? А мне кажется, это генетика. И очень сложно сказать именно по национальности, насколько кто красиво стареет. Мне нравится, когда, вот, знаете, у меня есть несколько классных таких семей, я их знаю больше уже половины своей жизни, и вот они красиво стареют только благодаря тому, что они не считают возраст, они не заморачиваются, они много работают, там, путешествуют, у них как бы вот нет вот этого, как я помню даже по своим родителям, тебе 40, и ты уже готовишься, все, жизнь закончилась. Мне сейчас 40, и я понимаю, что я все равно еще такой глупый. Это знаешь, как сейчас британская идеология, как бы это, когда говорят, это все ученые об этом говорят, что 60 это новые 40. Я говорю, ну ясно, теперь, а что такое теперь 40? Это теперь... То есть, у меня вот, мы с Цеслером сидели на Кипре, разговаривали, я говорю, что... Говорю, вот ты же уже в возрасте, уже у тебя тут за 70, а я так и остался в 28. А он потом говорит, хорошо, что я молодым эмигрировал. 2 года назад. Это состояние. Он относится вообще к цифрам ко мне интересно. Ты одной ногой стоишь вот в этом, в парикмахерском искусстве и так далее. Вторая твоя нога в литературе. Как это взаимосвязано у тебя? Я одной работой могу отвлечься от другой, особенно когда бывает... много только стрижешь, то надо делать какой-то выход, из этой сферы, и тогда, спасает. Я люблю там либо чтение, либо письмо, и как бы эти 2 работы, они друг друга уравновешивают в том плане, что для литературы надо большой получать опыт жизненный, а ко мне в парикмахерскую бизнес, приходят люди, я с ними разговариваю, я узнаю много разных историй. Я могу даже сказать так, что с этого как бы анекдот, типа смеются, что там, если хочешь узнать про политику, спроси там парикмахера, либо таксиста. Да, потому что люди рассказывают. Конечно. Ты, бывает, узнаешь что-то впервые новостей. И я про это и говорю, что я очень много наслышан, я очень много общаюсь, и это помогает в каких-то литературных сюжетных линиях добавлять реально правдоподобности. Стрижку Дженнифер Энистон ты на ком-то, конечно, делал. Да, конечно. Это была, кстати, одна из самых популярных после выхода сериала «Друзья». Это была тотальная война, да. Этот каскад, эту лесенку носили тогда все. Она прям задала тенденцию прям целому миру. У нас младшая дочь, которая вообще очень-очень много лет стрижет. Длинные волосы носит всегда. И вот буквально пару недель назад она сделала челку. И я зашел домой, она сидела, и до этого она взяла челку такую, на веревочке купила, и примеряла, как она ей подойдет, как бы.
И я когда увидел, что она с челкой, я подошел и дернул ее за волосы. Оказалось, что это ее волосы, потому что я не мог в это поверить просто, да. И понимаю, что это же, наверное, тенденция, да, то есть как бы что... Не это просто возвращение к 80-м или что это вообще? даже не к просто 60-м. тенденция, да. Это еще, понимаешь, очень много в ТикТоке сейчас учителей появилось, как это делать. И ты просто удивляешься. Но сейчас четкая тенденция 80-х. Мне кажется, они просто играют на сентиментальных чувствах, там вот поколение, там, которое уже выросло, и им хочется вернуться к этому. А у мужчин что? Что, какие тенденции у мужчин? Если брать, например, 15- и 20-летних мужчин, то там идет четкое опять возвращение к этим удлиненным таким шапочкам, челкам. Причем сейчас даже появилась такая фишка накручивать челку мужскую на зажим для стрижки, вот так вот, назад, и высушивать, чтобы они еще больше лохматились вперед. И я, короче, когда эту тенденцию я подхватил, ну, я-то должен это еще прорабатывать, стричь. Да. В прошлом году я словил себя на мысли, что я жене жалуюсь о том, какие эти подростки носят какую-то фуфло. Я говорю, она такая, ты же сам их стрижешь и укладываешь так. Я говорю, я знаю, может, я и не хочу так больше делать. Я как бы в заложниках стал этой моды. Вот. Ну, вот такая тенденция. Хотя, если посмотреть конкретно по стрижкам, да, вот мужским, это все равно те же шапочки у Ди Каприо на «Титанике», так скажем, которые были там 20 лет назад. Но они видоизменились немного. Чуть-чуть добавили другой стиль, другую укладку, накрутку эту другую. И опять же, это все тенденция пришла из Южной Кореи уже. Как я понимаю, чем старше поколение, тем меньше изменений, да? Да, но я бы еще сказал о том, что когда много вот уже работаешь, ты видишь, что даже какие-то новые фишки, которые приходят, они все равно уже где-то были и опять начали повторяться. Это как вот был одно время бум на барбершопы, да? Но это же обыкновенные военные стрижки там с 30-х. Абсолютно. Просто они вот стали модными. Ты пришел, напился виски, постригся там и так далее. Но опять же, тенденция немножко поутихла. Да? То есть среди мастеров у нас любят делать разграничение, что есть барбер, мужской мастер, есть универсал, но опять же, это тоже влияние какой-то тенденции. Сначала все резко стали мужскими барберами, появилась ниша, где надо было все-таки быть универсалом, все обратно возвращаются в универсал. Я думаю, что еще на барбершопы повлияло то, что мужчин стало больше уделять внимание бороде там, и так далее. Мужчины начали за собой лучше следить, лучше стричься, поэтому барбершопы такие актуальны. Раньше такого вообще не было. А вот что бы ты белорусам сказал, белорусским мужчинам? Дорогие мои соотечественники. Дорогие мои соотечественники, следите за собой. Вообще, я заметил такую еще тенденцию. Я много сейчас вот в Литве, да, работаю, живу. Я заметил, что очень сильно отличаются белорусские мужчины от литовских. Литовские, они чуть-чуть по-другому как-то носят даже стрижки и выглядят, чем вот именно белорусские мужчины. Что это значит? Как по мне, так литовский больше стиль такой удлиненный чуть-чуть. Там челки такие более удлиненные. А вот белорусские такие чуть покороче и более классические, скажем. А чем они и те, и другие отличаются от русских? Если даже просто внешне посмотреть, большинство литовцев, вот как литовцы, которые там с Каунаса, там бабушки, дедушки, не бабушка, дедушка с Лиды, у которого, там или со Сморгонев, вот такие литовцы, которые вот в Каунас туда, они, во-первых, высокие. Они все выше среднего роста. И у них интересно посажены глаза. Они чуть меньше среднего размера, и они чуть-чуть вот вглубь, так, да. Это такая вот, ну, вот именно тенденция такая, вот если смотреть. Они сильно отличаются от других национальностей рядом. А русские по стилю чем отличаются? И белорусы от русских чем отличаются? Я бы сказал, что вот русский стиль, русские больше клиенты, они... С ними сложнее работать, потому что там всегда есть какая-то доля беспринципности. Типа, так надо, я сказал. Догма. Типа, я такой, откуда? Ну вот,
У них свое видение, ты там, младший братик, посиди еще немножко. Мы сами знаем как. Вот есть такая, есть. И с ними сложнее договориться. Я как белорус такой добрый белорусик, там со всеми работаю, но я понимаю, что я благодаря там своей мягкости, там, да, вот, деликатности в работе могу с ними договориться. Но на практике они менее гибкие. Вот характер менее гибкий. Это чувствуется. Что касается вот именно стрижек, то там, конечно, уже все разное. Ну, то есть есть там и классические стрижки, есть барберские. Вот. Я бы не сказал, что это сильно уже как-то отличается. Но вот есть литовская тенденция носить более удлиненные такие стрижки. А поляки? Поляки немного скандальные. Есть украинцы? Такое. Украинцы нормально. У меня там пару украинцев стрижется, так вообще душевные хлопцы. Ну, абсолютно такие. Они очень, очень такие свои. И интересно, что, правда, вот если касается клиенток именно украинок, то они более эмоциональные. То есть они такие вот, ты вроде там работаешь, все хорошо, там окрашивание идет. Но она такая, может, что-то... Импульсивно. Да. И ты такой, так, стоп, все нормально, все хорошо. Ну, то есть, есть такое, да. Но у них, мне кажется, и Майдана бы не было, если бы они были такие импульсивные. Есть такой стержень другой. А кто более склонен к экспериментам, к изменениям? Ну, это трендсеттеры, я их так называю. Ну, это все их так называют. Трендсеттеры, это я очень люблю этих клиентов, потому что они мне разрешают делать все, что хочешь. Ты можешь такую бороду наделать. На других клиентах никогда. А вот трендсеттер придет и такая, вот тут вот это надо сделать, это в зеленый бахнем. Если даже не получится, ничего страшного, пострижемся. Я такой, слава богу, что ты у меня есть. Эти клиенты, они дают тебе возможность отработать что-то хорошо. То есть, так это, ты получается, еще сам должен был бы им приплатить? Конечно. Я еще сам должен платить за их... Но скидочки лучше давать, да? Таким людям. Это люди, которые дают тебе возможность быть свободным, потому что ты на них отработаешь то, что потом будешь делать хорошо на других. Какой у тебя вкус счастья? Ну, мое счастье в кулинарии, когда я сам себе делаю солянку. Я в этом плане извращаюсь с ней. То есть там нету никакого четкого рецепта, там просто есть... желание и получить от этого кайф. Да, понимаю. Ты один из редких людей, у которых вкус счастья, первое, не связан с детством, а второе, он связан со сложным блюдом. Потому что, как правило, люди вспоминают детство, бабушку, блинчики, там что-то еще. Вот ты как говоришь, у меня тоже... Я очень люблю медитативные блюда готовить. То есть это вот то, с чем мы с Эслером очень схожи. Он вообще перестал готовить что-то новое. Он готовит только... Он большой мастер в этом. Это типа лагман, шурпа, плов, голубцы и какое-нибудь жаркое. И я вдруг заметил, что я тоже люблю это готовить, потому что это долго. Да. И в это можно погрузиться, и в этом можно... Ты солянку точно так, тоже так? Да. Там куча ингредиентов может найти. Да. Зажарки самые разные. Да. Это потом отложить, чуть-чуть подрезать там. Чтобы настоялось, належалось там несколько часов, все. И такая жена такая пошутила, говорит, ты с солянкой дольше, чем со мной бываешь в постели, говорит. Что ты там все, ее это жаришь. В постели что-то минутное дело. Ну, а тут искусство. Спасибо, что ты со мной разделил этот суп. Очень вкусно. Да, мужчины стали больше ухаживать за собой. Мир меняется, мир молодеет. И мужчины молодеют тоже. Но попробуйте посмотреть на своих одноклассников на вечере встречи выпускников. Кто-то из них выглядит на 10 лет старше, кто-то на 10 лет моложе. И хочется, конечно, выглядеть моложе. И вот тут вопрос, как будет выглядеть наша страна потом? Да и сейчас. Как страна ушатанных людей, как спившихся чиновников? Или как людей, которые ухаживают за собой и получают удовольствие от этой жизни? Хочется, чтобы мы жили так, чтобы вот это осознание, что наш уход за собой, что это часть добробыта, и что этот добробыт и есть наше будущее и наше настоящее. Давайте ухаживать за собой, и тогда мир вокруг нас будет лучше, а мы будем
моложе и радостнее.